Приветствуем. Христос воскресе! Воистину воскресе! Ну вот, я думаю, с такого радостного возгласа праздничного мы начнем нашу встречу с уникальным человеком, представителем содружества журналистов, режиссеров, вообще творческих людей, Валерием Николаевичем Татаровым, который не первый раз у нас в Чебоксарах, поскольку он человек очень широкого диапазона взглядов, многими вещами интересуется, автор множества телевизионных проектов на каналах и Санкт-Петербурга, и России в целом. Поскольку вот он человек очень лично мне близкий по интересам, в том плане, что он интересуется судьбами людей, которые как бы отошли на второй план истории. И вот сейчас началось время как раз собирать камни. И, в общем, такие люди стали интересны, востребованы. Ну, например, тот же батюшка Михаила Илларионовича Кутузова или граф Бобринский. Ну, вроде бы, сын фаворита, а на самом деле это очень интереснейшая личность в нашей истории, в нашей культуре. Поэтому действительно человек интересный, человек очень творческий, креативный, как сейчас любят говорить. И здесь он не просто так у нас. Его интересуют люди, связанные с нашим краем, нашим регионом, нашими святыми. Например, известны, я думаю, большинству здесь сидящих, таких как Авраамий Булгарский. Поэтому Валерий Николаевич презентует в этот свой приезд фильм об Аврааме Булгарском. И, естественно, я думаю, нам будет очень интересно услышать, как он создавал этот фильм, как он находил материалы, чем он вдохновлялся, в конце концов. Валерий Николаевич, прошу вас. Еще раз здрасте, ребята. О, господи, ребята. Конечно. Привычка такая. Значит, я, вы сказали, автор многих фильмов и еще соавтор 7 детей. Это очень важно, потому что все, что я делаю для, прежде всего, молодежи, для спасения души, да, но и для своих деток тоже, потому что мне не безразлично, что будет с нами завтра. А лучше всего знать, что будет послезавтра, а лучше всего знать, что будет с нами после смерти. То есть меня этот вопрос интересует не как журналиста или писателя, а еще и как отца. И деда, кстати говоря, уже и внуки есть. Это очень важно. В том, что если человек многодетный, то это определяет не его кокетство этими детьми, а то, как он живет, и для чего он живет. Потому что я считаю, что многодетность, она причина для счастья, а не только реализация себя в профессии. Я так считаю, я такой выбор сделал, понимаете, хотя выбора как такового не делал. Поскольку я вас не знаю, то у нас не получится политинформации какой-то, понимаете, не получится выступления какого-то артиста. Я предпочел бы беседовать с вами, тем более, что у меня есть такая патологическая неспособность чувствовать себя взрослым. Это, наверное, к психиатрам, а не к вам сюда навстречу, да, но мне сейчас примерно 25-30, по самоощущению. Может быть, потому что жена моложе на 23 года, может быть, и поэтому. Или наоборот, даже поэтому, что мне кажется меньше. Но, по крайней мере, то, что мне 60, я не верю никаким образом. Зеркало, конечно, не дает обмануться, но по самоощущению я, конечно, молод, и мне интересно все. И самое интересное в этом случае и в этом разговоре о конкретном кино, хотя, конечно же, не в кино дело. Знаете, мало ли каких кино, особенно сейчас, в этом переполненном информацией, роликами, фильмами, интервью, комментариями мире. Дело не в кино, а в том, чтобы найти среди многообразия образов и информации что-то свое и для себя.
чтобы меньше было страха жить. Потому что, я не знаю, как вы, я живу в страхе о будущем, в страхе от того, что я не очень умный, в страхе от того, что я не до конца реализуюсь в профессии. Ну, страхи. Остаться одному страшно. Страшно, что тебя предадут. Но самый большой страх в нашей с вами жизни – это страх смерти, который вам не ведом. И смерть кажется чем-то отстраненным, то, что будет не с нами. Я не знаю, ваше поколение знает группу «Сплин». Там у него, у Саши Васильева, есть такая строчка: «Думают люди в Ленинграде и Риме, что смерть – это то, что бывает с другими». И это один из самых больших свидетельств юмора Господа Бога над нами. Да? Люди смертны, но самое печальное и смешное, что они знают, что они смертны. Я недавно похоронил своего любимого кота, который прожил с нами 15 лет. Он был счастлив до последних дней. Он просто не знал, что он смертен, вы понимаете? Наше главное несчастье в том, что мы смертны. И знаем об этом, понимаете? Мало того, что мы смертны, мы еще знаем об этом. И вот, борясь с этим страхом, собственно говоря, и происходит то, что в России, по сути дела, является каким-то исключением из правил, способом выражения сумасшествия. Мы делаем фильмы о людях, память о которых не подлежит тлену временем, не подлежит девальвации временем. И когда ко мне подошли после премьеры другого документального фильма о другом человеке люди, такие, знаете, которых на улице увидишь и не обернешься, обыкновенные, молодые люди, один высокий, худой, другая полная, широкая, третий маленький, четвертый средненький, такие незаметные русские люди. И говорят мне: Валерий Николаевич, мы за вами давно следим. Мне не нравится такая форма знакомства, да? Вы откуда? Вы из ФСБ? А вы знаете такого? Тоже мне не понравился вопрос, потому что, знаете, а вы читали там 3-й том Шекспира? Не читал, но сделал. Я говорю, знаете, впервые от вас слышу, что есть такой святой. А что, я должен знать о нем, да? Вы знаете, это один из первых святых Русской Православной Церкви, не русского происхождения. Я говорю, надо же. Я говорю, ну. Они говорят, а вы Татаров? Я говорю, да. А ваша фамилия? Это человек с Востока. Я говорю, здрасте, приехали. Что вам надо? Вы должны сделать фильм об Аврааме Болгареве. Я говорю, ну, ребята, ну что же, в самом деле, ну так не делается это все. Ну, давайте вернемся к этому разговору потом. Я думал, отстали. Знаете, вот у телевизионщика, особенно который работает на телевидении много лет, очень много в друзьях сумасшедших. Причем в основном в хорошем смысле слова, в веселом смысле слова, да. Люди останавливают тебя в магазине и до сих пор или там в общественном транспорте и начинают рассказывать о своих проблемах, полагая, что я помогу им их решить. Потому что я же с экрана. Ну вот. Вскоре они перезвонили, я считал их слегка сумасшедшими, конечно, и сказали, что они по-прежнему настаивают на производстве этого фильма. Я просто, забегая вперед, скажу, что это удивительные люди. Вы знаете, если вам повезет, вы встретите настоящих верующих. Вот нам тоже везет. Мы встречаемся с отцом Василием Паске. Жизнь, не он сам, не слова его, и даже не проповеди, а сама его жизнь, судьба его говорит о том, что это необычный человек. Судьба такая. Так вот эти вот простые, ничем не примечательные люди, искренне верующие. И с одним из них произошло чудо. Он едва не потерял ребеночка своего маленького. Но это дело было в Турции, на Востоке. Они были в поездке, и маленький ребенок заболел. И не то чтобы заболел, а начал увядать у них на глазах с молодой женой. И ничего нельзя сделать, они в чужом краю, не знают турецкого языка, и болезнь неожиданная, не весь откуда взявшаяся. И они не едят, не спят которую ночь, не могут ничего сделать, билетов нету на вылет, ну, высокий сезон. И в том, что называется на языке оккультистов тонкий сон, знаете, я не люблю вот эти понятия, тонкий сон, высокие энергии, тонкие миры, мне не нравится это все, это такая игра какая-то, да. Вот в этом мире, в котором оказывается человек в страшной беде, ему является святой. И говорит ему не на языке, а с помощью информации невербальной,
что надо сделать, куда поехать и какие действия предпринять. Он проснулся, приступил сразу к действиям. Жена смотрела на него, а мы потом с ней разговаривали, как на сумасшедшего. Она понимала, что муж ее от горя сошел с ума. И она подумала о том, что вот ребенок больной, муж сошел с ума, она в Турции. Жуткое дело, испытание для женщины, которая остается до конца самой адекватной, да, которой надо все на себе тащить. Ну, в общем, этот безумец начал делать то, что подсказал ему некто, явившийся ему в тонкий сон. Ну, наверное, поняли, да, все, что ребенок был спасен. И затем он начал приходить в себя и понимать, что этот человек был в одеждах не этого времени, какой-то странный человек, и на каком-то языке непонятном они общались. Не в смысле вербальном, а на каком-то странном способе, бессловесном они общались. И однажды он узнал в одной иконе, а очень тяжело узнавать святых, верно же, батюшка? Святые все они типовые, да, они канонически написаны, они все похожи, и часто их не отличить друг от друга, да. Он безошибочно узнал этого святого, в основном по цвету одежд, и это оказался святой Авраам Болгарский. История меня потрясла как отца. Уж я представил себе эту глубину горя, которую испытывает бессильный отец. И я понял, что он говорит правду, во-первых, так этими вещами не шутят, не врут. И понимаете, в этот момент, я даже когда об этом вспоминаю, мне не по себе становится, и голос мой дрожит. Потому что не дай Бог нам таким образом укрепляться в вере, вы понимаете, не дай Бог. Потому что лучше всего, когда шарахнет, как мешок по голове, и ты заулыбался и пошел, всех простил, всех полюбил. Такой верующий тип, он бывает, встречается. Но люди, которые приходят к вере, теряя самых близких, детей, это особый мученический такой путь еще живого человека, да, к спасению к своему. Среди моих друзей есть Людочка Зотова. Она написала книгу «Как я потеряла ребенка». Она была обыкновенной счастливой женщиной, замужней, ребенок, сын Игнатка. И на глазах у них с мужем ребенок их утонул. И вы понимаете, я эту фразу потом слышал от наркоманов, от алкоголиков. Спасибо, например, героину или водке, или горю за то, что он привел меня к Богу. Странная фраза, дикая, да? Спасибо водке за то, что привела к Богу. Спасибо смерти ребенка за то, что я приобрела веру крепкую. И вот эта Людочка Зотова, мы с ней много об этом говорили, мы дружим много лет. Она говорит: Валер, я не знаю, как моя жизнь повернулась бы, но если бы не это горе, вряд ли я пришла бы к Богу. Может быть, пути Господни неисповедимы, может быть, что-то другое было бы. Но это самый стремительный путь к Богу, это через горе. Когда уже, знаете, сходишь с ума, и единственное спасение – это просто покончить жизнь самоубийством и не мучиться. Потому что горе может быть таких масштабов. И вот я смотрю на этого человека, да, по имени Вадим, который этот фильм у меня попросил, чтобы я сделал, да, и понимаю, что я не смогу сделать этот фильм таким, каким он хочет его видеть. Потому что, это, представьте себе, вы режиссер, там, я не знаю, кто угодно, да, и вам предстоит такая задача. Сделать то, что будет соответствовать уровню его горя и уровню его веры. И я сказал: нет, я не сделаю этот фильм, потому что я такими вещами не шучу. Дело было где-то в последних числах декабря, канун моего дня рождения. Мне вообще не до этого. Знаете, гости придут. Я родился на Новый год, и вообще ожидание Нового года. И вдруг он говорит: Валерий Николаевич, если дело в деньгах, то скажите, я готов заплатить любые деньги. И я ему называю сумму, знаете, такую с потолка, очень большую. И они говорят: Господи, все, никаких вопросов, даже больше дадим. Я думаю, ничего себе. Господа хорошие, наше время таково, что отношение к деньгам является таким коротким путем познания человека. Я понял, что они настолько серьезны в своих намерениях, что им даже не жалко то, что жалко всем остальным. Мало верующим, верующим. У нас в основном люди ломаются на денежном вопросе. Мне это очень понравилось, потому что я еще раз убедился в том, что человек на самом деле не отступится. Кроме того, я-то понимаю, что никакие фильмы ничего не решают, в общем-то, да. Я так думал. И в конце концов, из уважения к самой этой ситуации, там еще были личные обстоятельства, да, я, конечно, согласился, но с большим страхом, со страхом Божьим приступаю, да, вот. Потому что, знаете, фильм фильмами, бюджет бюджетом, там свои ходы профессиональные, я знаю, как свои 10 пальцев. Но заниматься отображением невидимого мира, это очень опасная вещь для собственного, если хотите, здоровья. Соврешь — получишь по башке.
Много раз я в этом убеждался. Да, ты зарабатываешь деньги, делаешь свою работу, и при этом остаются какие-то люфты, да, вот эти пространства для маневра, для лицедейства. Да мало ли что в жизни бывает, да, тут такая ответственность. Вот я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю, это непростое дело. Вот, и так я начал этот путь. Обычно фильм занимает документальные, ну, при разной сложности, от 3 месяцев до 9 месяцев. Этот фильм я делал 1,5 года. У меня умерло 2 сотрудника по пути, так сказать, к финалу. Ну, там разные причины. Один спился, сердце не выдержало, другой от ковида, там были осложнения. Ну, так или иначе, мы жертву принесли тоже. А сколько было разных искушений. И я понимаю, что я не фильм делаю, я укрепляюсь в вере по пути к финалу, да, к титрам. И я еще раз говорю, чем бы мы ни занимались, все это служение, да, если мы делаем это дело честно, не только для себя, не только ради хлеба, а и ради людей. Чем отличается служение от неслужения? Я думаю, вам рассказывать не надо. А если надо, я скажу 2 слова. Да? Раньше говорили не только священники, да, где служишь, священник служит, а еще даже актеры говорили, что они служат. Это меня всегда смущало. Чего служат? Да? А, еще, ну, естественно, военные служат. Служат не только для себя и для других. Вот о какой службе идет речь, вы понимаете? Все остальное – это зарабатывание куска хлеба. Мы позавчера сидели, вот так как с вами, с матушкой Варварой из крупнейшего в России монастыря женского, Толкского, который был возрожден первым в советское время, где молятся и замаливают свои многочисленные грехи наша российская элита. Поэтому монастырь не нуждается в средствах. И она говорит: ты представляешь, Валера, все едут на работу сейчас, а мы разговариваем перед службой очень рано, а мы с тобой сидим и чаи гоняем. И у нас все есть, и хлебушек, и осетринка, и корочка, да. Нам ничего не надо, нам все дает Богородица, да. А людям надо корячиться, ехать на работу, не выспавшимися, с похмелья, да с детьми возиться, с маленькими. Представляешь, как мы счастливы, что мы, ничего не делая, имеем на себе хлебушек, да. Это она так шутя говорила о том, что человек с верой, да, всегда будет иметь все то, что он хочет, а все остальные будут мучиться и в поте лица добывать свой хлеб. Это будем считать предисловием к тому, что я хотел бы от вас услышать в виде вопросов. Таким образом, со всеми приключениями, мытарствами и горестями, и похоронами даже, мы закончили этот фильм. Еще, наверное, важно сказать, что в этом это важно, потому что я тут не шучу с вами и пытаюсь быть честным человеком. Одно из искушений, то есть испытаний, было таким. Лучшим знатоком, одним из лучших, пожалуй, что лучшим, да, знатоком жития Авраамия Болгарского был человек, который извержен из сана. Вы, наверное, слышали о Владимире Головине, очень популярный проповедник. Он и остался в христианской семье, но за некоторые его ошибки в проповедях, которые показались священноначалию ересью, да, он был предупрежден, а потом извержен из сана. Но он, как человек и как собеседник, потрясающе интересен. Я же, как журналист, не имел права отказаться от такого источника информации. Кроме того, он в Болгарах, это неподалеку от вас, был более 30 лет настоятелем церкви Авраамьевской, единственной Авраамьевской церкви на тот момент, да, в России. И, конечно, я его снял. Но когда я встретился с уважаемыми митрополитами, я понял, что для них участие этого человека в фильме болезненно. Они все-таки церковноначалие, значительная, серьезная часть системы, которая очень настороженно относится ко всяким, даже не попыткам, а мыслям в сторону раскола, ереси, да. И я это прекрасно понимаю и уважаю. И вот любя, ну я его называю отцом, да, его в церкви не принято называть отцом, да, любя Владимира Головина, я вынужден был убрать его из фильма, где он появлялся 13 раз во имя сохранения, как вам сказать, не ложного, а истинного единства нашей православной семьи. То есть я человек, хоть и воцерковленный, но не церковный. Для меня было важно, чтобы священноначалие видело, что мы готовы на творческие компромиссы ради более важных вещей, ради святого. Чтобы не было ни у кого вопроса: у вас там раскольник, да, поп изгнанный участвует. Я не хотел этих подозрений. И, собственно говоря, я сопротивлялся до последнего. Это гордыня, скорее всего, творческого человека. И вот наши благодетели, о которых я вам рассказываю, которые ко мне подходили, они были настойчивы в этой просьбе.
обойтись в этом фильме без одного из главных героев. Представьте себе, законченная работа, 2 умерших сотрудников, много приключений, мытарств, да, и так далее. А мне надо переделывать законченную работу. Ну, представьте себе, если вы делали работу какую-то, да, вам надо переделывать. Ну, все-таки мы на это пошли, понадобилось еще пару месяцев, дополнительные расходы там, но мы это сделали. И, в общем, Владыке Саватию фильм понравился. Владыка Кирилл не сказал, но я думаю, тоже понравился. Мне еще была очень важна оценка тех людей, которые были внутри фильма, в теле фильма. Один из них здесь, отец Алексей Колчерин, вот он. Это тоже один из немногих людей, которые знают историю христианизации Поволжья. Это штучные специалисты, их, правда, мало. Бурин, как его фамилия? Бурдин. Бурдин не откликнулся, хотя мы послали ему этот фильм, историк, профессор, но он такой, более такой советский человек, не воцерковленный вообще ни разу. Ну, по терминологии и по отношению, по отсутствию трепета, по отношению к святыням, я понял, что имею дело с атеистом. Ну, вот. Потом был замечательный отец Владимир Кряшин по национальности, хотя многие не считают Кряшин в национальностью, да. Вот они очень тепло отозвались. Московский священник, отец Михаил Хаданов, потрясающий дядька и отец, конечно, потрясающий. Пишет стихи, поет песни. И он знает всю эту историю моих вот этих вот страданий, да. Потому что и владыка Череповецкий, и Белозерский, ваш земляк, тоже чуваш, владыка Игнатий говорил: Валерочка, ну как можно живого человека убирать из фильма? Ну как так? Он же живой человек, хоть и изгнанный из сана, да? Ну как так можно, да? Ну, в общем, меня ломали. И меня ломало, но я не сдался. Я, понимаете, даже дело не в фильме, а история. Это история вот укрепления себя вот в вере, в православной семье. В конце концов, когда мы говорим о святых, с ними это все хорошо там. Это с нами все плохо. Как с людьми, которые с ними не общаются. И знаете, вот кончился бюджет, я расскажу самое интересное, из того, что интересует людей, ну, скажем так, молодых и многого не понимающих, из того, что приходится понять после 50. Кончились все деньги. Ну, потому что такие вот приключения, переделки, лишние поездки. И вот сижу и думаю, что же делать-то? И думаю, уже там высчитываю, как мне быть, там, может быть, из другого бюджета взять, может быть, к Олегу Константиновичу Степанову обратиться. Думаю, ну что же мне делать? И вдруг взгляд, так, знаете, рассеянный, я на даче сидел один, упирается блуждающий взгляд в икону Авраама Болгарского. Я говорю: братец ты мой, я так к нему обращаюсь. Может быть, ты подскажешь, что делать. Вот я вот к молодым ребятам обращусь. Да? Вы не представляете, что чувствует человек, когда звонит телефон и получает такую весть: Валерий Николаевич, слушай, ты там такими делами занимаешься хорошими. У меня тут лишний 1 миллион есть, давай мы тебе его дадим. Понимаете, только что я обратился к Аврааму Болгарскому. Я не хочу в этом показаться вам протестантом, знаете, который просит Господа о деньгах и красивой жене или любовнице. Но я потом у многих людей это слышал, да, вот он, то, что мы называем быстро отвлекающийся, это, знаете, такое состояние честное, когда ты просишь не лишнего, не ненужного, не сладкого, имея уже сладкое, да, я более сладкого просишь, да, а действительно нужного. И просишь так вот просто, без вранья самому себе. И тогда откликается. И вообще искусство молитвы – это искусство, которым бы я рекомендовал задуматься. Чем отличаются люди, которые умеют разговаривать с невидимым миром, да, например, со своими умершими родственниками, со своей умершей мамой, дай Бог всем мамам здоровья, да, со своим святым тезкой. И от того человека, который не умеет это делать. Да, набор слов не важен, важно состояние души твоей. Вот этот секрет, который я только для себя начинаю открывать. И я так вот, когда мы сдавали фильм уже окончательно, да, и я просто как-то задумался и понял, что я сам изменился за это время. И люди все мои, которые вокруг были, я имею в виду работники, тоже изменились.
Изменились, я бы сказал, не в лучшую сторону, а в нужную сторону. Потому что, знаете, когда просишь у Бога о чем-то, Он дает не то, что нужно, а то, что... Вернее, не то, что просишь, а то, что надо. Так и изменения, они могут казаться незначительными и пустяковыми, но ты понимаешь, что ты по-другому просто жить теперь не сможешь. Вот это коротко то, что связано с производством фильма, одного конкретного. Кроме того, вот был сейчас в садике, одна из дочерей выпускалась, ей 6 лет, и она выходит из садика. И там учителя и воспитатели, ну, в смысле, воспитатели и нянечки, придумали такой интересный ход, который меня до слез меня довел, этот ход. Они показали на большом экране детям, маленьким, 6-летним, себя маленьких в 6 лет. И попросили детей своих узнать, кто это. Вы не представляете себе, как я жалел, что рядом со мной нет моего оператора. Или даже, знаете, снимать надо реакции детей, которые узнают спустя 40 и 50 лет во взрослых людях, таких же, как они. Это до слез. И еще музыка в это время играла правильная. А я-то как режиссер это все отношусь, да? И все сидят такие, значит, и рыдают, потому что времени нету, понимаете? Нету времени. Вот это единство учителя и ученика, святого и грешного земного, да, оно не подлежит девальвации временем, что ли. Нет времени. И вот представьте себе, что человек, который жил и мучился ради веры, там, сколько получается, 800 лет назад, оказывается незабытым, оказывается нужным в самое ответственное время, когда болеет ребенок, спрашивается, да, с чем мы столкнемся после смерти, если все так интересно. Ой, это Татаров сказал сейчас, видите, как бесы среди нас, да? Ну вот, Да. когда отца Николая Гурьянова, знаменитого старца с острова Залет на Псковщине, спросили: батюшка, ну вот мы сейчас остались одни, ну расскажите нам, что дальше-то после смерти-то будет, ну по-честному, ладно, там в церкви, там, наверное, так говорите то, что надо, да? Остались такие самые. Он говорит: знаете, детки, а после смерти начинается самое интересное. И все, это вся фраза. Я уверяю, это действительно так, да? А знание истории, жизненного пути того или иного исторического деятеля, не обязательно святого, не обязательно церковного деятеля, а просто человека, который добился успеха от слова «успеть», оно меняет отношение человека со временем и, вообще говоря, к традиции, чего я вам искренне желаю. И прошу относиться внимательно к тем знакам, которые нам посылает невидимый мир. То ли это фильм, то ли это мамино слово, то ли это папин подзатыльник. Много форм общения с нами невидимого мира. Я вас уверяю, когда вы будете смотреть этот фильм, сегодня, кстати, чувашское телевидение его показывает в 9 часов вечера, да, или там в интернете он висит, вот вспомните об этом, да, это фильм для каждого из вас, потому что речь не об Аврааме Болгарском, даже не о нем, потому что святых у нас, слава Богу, много-много-много, и многие из них не помянуты и не канонизированы, но они на нас смотрят и ждут, когда мы с ними начнем общаться, хотя бы наши тезки святые. Это я даже сейчас не свои слова говорю, это так вот владыка Игнатий мне говорил. Я так удивился: вы полагаете, что святые ждут наших обращений? Да, конечно, они там бездельничают в своих райских кущах, да, уже все смотрелись в нашу сторону, а мы к ним не обращаемся. Я так смотрю, то ли я с ума сошел, то ли я слышу слова сумасшедшего. Но это истинная правда, да, невидимый мир рядом, и он действует, он ждет наших молитв и наших обращений. А если не дождется, то нас ждет горе, в котором мы обязательно к ним обратимся за помощью, за душевной поддержкой. Предисловие сказано, теперь можем либо реакцию свою выражать, либо вопросы. Я готов, потому что, знаете, одно дело, когда я выясняю отношения с невидимым миром, да, или там, или с профессией, а другое дело, когда мы с вами это вместе сделаем, да. Можно кое-что уточнить, поинтересоваться. Ну, я два слова скажу еще, чтобы так вот, чтобы было понятно. Значит, я родился на Украине, в русской семье. Драться начал из-за того, что я русский. Меня называли москалем на Западной Украине. Мы переехали из Донбасса туда. Из-за этого пошел на спорт, стал хорошим спортсменом и окончил школу с золотой медалью. Но отец не дал мне поступить в МГИМО, забрал документы и билеты и сказал: идешь в шахту, иначе ты портишься, подлецом становишься. И я пошел работать в шахту породовыборщиком с золотой медалью. Кандидат в мастера спорта по гимнастике. Горе горькое. Такой везунчик, да, первый велюровый пиджак в школе, и тут в шахту, породовыборщиком. И это был серьезный первый урок, и единственное,
учительское назидание моего отца, который вообще никогда мной не занимался. Он сейчас жив, ему 87 лет скоро исполняется, в здравом уме и трезвой памяти. 43 года под землей проработал, шахтер. Вот. То, что происходит на Украине, касается лично меня. На моей родине сейчас идут бои. И мы победим. В том числе и потому, что у нас есть с вами Авраам и Болгарский, все святые, которых мы любим и не забываем. У украинцев, которые предали свою веру и свою историю, и победы предков, меньше сил. Дури много, а сил меньше. Этого нет, да. Поэтому мы победим, безусловно. И двух мнений быть не может. Кто пытается усидеть на третьем стуле, тот упадет. Спасибо за внимание. Спасибо большое, да. Ну вот, друзья, с кого начнем? С более старшего поколения или с молодежи? Да так, само спонтанно. Хорошо. Тогда это самое. Да. Не, звать вас как? Я там делал один раз в год, да. Это все документальные фильмы, да. Ну, собственно говоря, документалистика как таковая, она бывает нужна людям, особенно молодым, тогда, когда припрет. Или тогда, когда надо сдавать, например, экзамен. Книжку читать неудобно и долго, а фильм посмотрел документально о том или ином историческом деятеле, вроде как знаешь эпоху. Если бы вам пришлось сдавать зачет по семье Кутузовых, то вам бы пригодился мой фильм об отце Кутузова. Например, «Помнить отчество». Я так называю там наиболее такие для меня важные работы. Там этот фильм про отца Кутузова был интересен тем, что представьте себе, Псковская область, Апочинский район, деревня Теребени. Я приехал в гости к егерю в компании с иереем церковным. Парились в бане, чуть-чуть выпивали, а утром егерь говорит: «Валер, ты такой серьезный, поехали, я тебе одну вещь покажу». Я говорю: прям вещь. Не, ну одно место покажу. Поехали с ним. А снегу так много, такого красивого. Поехали на снегоходе в этот храм. Холодный деревенский храм. Ну, сам по себе храм очень красивый, я долго не буду вам говорить. И вдруг он говорит: посмотри, табличка на полу лежит, такая обыкновенная кладбищенская табличка, написано: здесь покоятся родители фельдмаршала Кутузова. Я говорю: а что табличка-то здесь делает? А здесь они покоятся. Я говорю: где? В подполе, в подклете. Одним словом, оказалось, что нетленное тело Иллариона Матвеевича Кутузова, отца спасителя Отечества, находится здесь, никому не нужное, в забытой деревенской церкви. Вот с этого момента началась история создания фильма про отца Кутузова. Мы пошли дальше, мы побывали в администрации президента, нас принял Бастрыкин, и мы восстановили с помощью специалистов-парапсихологов подлинный портрет этого человека на основе костей черепа, еще не истлевших, ну, собственно, останков и фотографий, да. И этот портрет единственный, он теперь остается как бы, ну, в историческом пользовании. Примерно достоверность его 85-90%. До этого времени не было портрета в нашей науке. То есть я хочу сказать вам, что делая фильмы те или иные, ну, перечислять долго, то вы зайдите на фамилию, там все есть в интернете теперь, да. Мы понимаем, что не в фильмах дело, понимаете, не в фильмах дело, а в том, для чего мы их делаем, кому адресуем и что хотим сказать, вообще говоря. Понимаете, в чем проблема российского документалиста? Вообще говоря, на Западе документальным кино занимаются люди как хобби и много удач творческих. Мы же, работая за зарплату и хлеб, должны сказать о высоком. Это не такое простое дело. Это служение. Понимаете, вот как учитель. Он же вроде за зарплату работает, но это же работа больше, чем учительская. Он же должен быть хорошим человеком, стать, если хотите, почти родственником для детей, человеком, которому доверяют. А он приходит за зарплатой. Это несовместимые вещи, вообще говоря. Да? Поэтому учитель, сейчас в некотором смысле возвращающий себе репутацию и имя. Я помню учителей, я сам учитель школьный по образованию, да, 90-е годы, да, донашивающих советскую одежду, питающихся такой, знаете, едой не то чтобы там некачественной, а подешевле, ну вообще плохо выглядящие люди, да.
а дети приходят с дорогущими телефонами, одеты на зарплату годового учителя. В общем, это унижение такое. Да, учитель не должен быть униженным экономически, это я в этом уверен. Кстати говоря, и войны выигрывают священники и учителя, и воспитанные ими солдаты. Вот кто выигрывает войны, да. Вот. Так что, Леночка, я так конкретно я могу назвать вам фильмы, но вам название ни о чем не скажут. Я стараюсь делать фильмы о том, что мне самому важно для жизни. Я делал несколько фильмов о ноосфере, еще не зная о том, что Божий мир называется Вернадским ноосферой, ну и так далее. Там много фильмов сделал о войнах, о горячих точках, в которых я был там почти во всех, кроме Таджикистана. Ну, такое все. Но опять же, фильмы это не самоцель, это этапы жизни, скажем так, да. Вот. Есть Так. еще вопрос? Да, пожалуйста. Давайте так. Зовут вас как? Таня? Сказать, что после работы над фильмом ваш внутренний мир, Ой. и вы сами как-то поменялись, и вообще отражается ли работа над фильмом на вашей повседневной жизни и в жизни в целом? Ну, в общем-то, я частично отвечал на этот вопрос, но лучше это спрашивать у моей жены, да? Барышни, не слушали. Вы знаете, что я хочу сказать? Я вот 3 некоторое время назад, а вообще телевизионщика, ну, вы люди взрослые, она так связана с выпиванием. Куда не приезжаешь, тебя такая поляна ждет, да? Уезжаешь, тебя провожают. Чтобы интервью хорошо взять, можно и выпить с человеком, и, знаете, превращаешься в алкоголика постепенно. И когда я понял, что я уже нуждаюсь в опохмелке, я как-то решил с этим завязать, или пить, или работать. И вот я стал более трезвым человеком во время работы над фильмом. Утвердился в том, что трезвость не просто состояние организма, это состояние души прежде всего. Да? Бывает, видели, да, завязавшие люди, которые злыми становятся, необщительными. Лучше бы пил, говорят. Лучше бы пил, говорят, да? Ну вот. Настоящий трезвый человек – это, по сути дела, добрый и мирный человек, который заново для себя открыл мир и самого себя для мира. Вот, так что я могу сказать, наверное, изменился. Во время производства фильма у нас, правда, не родилось детей, но вырастал Лева, младший, которому сейчас 2 года. Он почти ровесник фильму. Ему вот на днях исполнилось 2 года. Лева такой человек с именем силы, да, Лев. Это тоже, вот, я смотрю на Леву и вижу, как долго я мучился, он уже большой стал, ходит, почти что-то лопочет, и я понимаю, что фильм дался нелегко, то есть очень долго мы его делали. Простой, казалось бы, 2-серийный фильм. Когда вы посмотрите, там будет такая, не знаю, я уже не могу быть абстраненным, да, смотришь, да, люди думают, за что тут такой появился бюджет-то огромный, да что тут такого, я тоже так могу, пробуй. Мы встречались недавно с Аркадием Мамонтовым, замечательным, полным таким журналистом, который работает на канале «Спас». Его задвинули с российского канала в так называемое нишевое телевидение. И говорили с ним о том, о чем вы, наверное, догадываетесь. Русская, православная, вообще российская документалистика, историческая, духовная, она как таковая отсутствует. Она умерла как класс. Она очень нужна людям. Во-первых, потому что нам некогда читать. А фильм – это все-таки сжатый пересказ очень важной мысли. Во-вторых, в фильме, в отличие от книги, есть возможность визуализировать то, что вы в книге не увидите. Там работает ваше воображение, внутренний взор, а фильм вы смотрите глазами, которые совпадают с вашим внутренним устройством, и легче воспринимать образы. Поэтому, например, вы можете многого не знать, но увидев Авраамия Болгарского, вы впитаете этот образ в себя, и постепенно, если вы поверите мне, да, вот всему характеру этого фильма, вы захотите обратиться. А почему бы и нет? Почему бы не попробовать, о чем говорил этот неизвестный нам мужик из Петербурга, да? Обратиться к нему за какой-то поддержкой, например, об укреплении в вере, об успехах в делах. И может быть тогда, знаете, вот дураков Господь учит, посылая им чудеса. Ну, вот Фома неверующий, ему надо обязательно было пальцы в раны вот свои пронзить, чтобы поверить. А так он не верил, ему нужно было чудо. Так большинство людей. Всем нужно чудо. О, был 4-й рак, 4-й стадии, выздоровел, значит, есть Бог. А так до этого не было. На 3-й стадии нет, не верил. На 4-й поверил, да? Ну, вот так вот. Так что, Танечка, друзья говорят, изменился. Да, стал еще более занудный.
А вообще, друзья, хочется, ну вот поскольку у нас тут сидит автор фильма, а вообще вам задать вопрос, особенно этому крылу, я так наблюдаю за А ним. что это тоже крыло? В чем процент. провинилось? Не буду я так выдавать все секреты, но вот наблюдаю за ним. А вы хоть знаете, кто такой Авраам Булгарский? В синем молодой человек. Хочу вас услышать. Синим, молодой человек. Ну, не там сидящий, а вот здесь. Может, там тоже кто-то... А, да. Я вижу прекрасно вас давно. Не слышу только. Ситнер? Ну, прекрасно, Ситнер. А православное имя какое у Ситнера? Да. Понятно. Значит, кто такой Авраам? Креститься, доложить. Да. Не знаете. Кто такой, например, Гурий, Герман, Варсонофий? Понятно. А кто такой Ильминский, например, раз вы Ситнер? Благодаря тому, что вы можете написать свое имя. Кто такой Ильминский? Все понятно. Поэтому вот так вот вы и выпадаете из пространства. Ну, хорошо, я примерно этого ожидала. А кто знает? А кто знает? Сейчас, Олег Константинович, кто-нибудь руки... Давайте не будем отвечать, поднимем руки. А кто знает? Раз, два. Кто Авраам Булгарский знает? В общем, все, видимо, кто сзади там у меня сидят. Вот, это я так, не оглядываясь, ощущаю. Или даже можно посмотреть. Вот, хорошо. Все понятно, друзья мои. Надо смотреть фильм обязательно. Олег Константинович, вопрос у вас? Я хочу вопрос задать. Здравствуйте, А скорее всего всем, кто Другим наркотиком заниматься.
И во-вторых, и в-третьих, сейчас скажу. Понимаете, социальные сети вызывают во мне жуткую депрессию. Почему? Потому что я вижу, что в основном ими пользуются люди одинокие, которым во что бы то ни стало надо передать привет человечеству. Да, они одинокие, как правило, это люди, не признающиеся в том, что они одинокие и несчастные, но в основном они показывают себя, как они готовят, куда они поехали. Да. В основном это такая история одиноких людей. Если вы внимательны, да, были бы, то вы видите, что я себя там не показываю, а что-то хочу сказать, важное для всех. Однажды ко мне подошли две сестры-близнецы, такие, знаете, далеко за 60 женщины, скажем так, мягко, да, и они говорят: спасибо вам. Я говорю: а за что? Я такой, знаете, пытливо: ну, за что спасибо-то? Все подходят и благодарят. Ну а за что, скажите? Они говорят: вы знаете, вот мы тоже так думали, как вы, о разных там вещах в жизни, но думали, что думаем неправильно. А когда смотрим ваши передачи и фильмы, мы понимаем, что мы-то правы. Возможность сообщить нормальным людям о наличии нормы в жизни, несмотря на капитализм, на победу почти полного эгоизма, богоборчества, вообще говоря, сатанинского мира над нашим миром, ну, условно, ангельским, да, миром света, да, мне не дает возможность успокоиться, потому что мне нужно передавать эти примеры солидарности. В Питере-то меня многие знают, как говорится, каждая собака, да. Я наслышался от людей многих откликов. Они не помнят, о чем передачи, они не помнят, о чем фильмы, они мою-то фамилию путают. То Татарский, то Тракторов, то я и Виктор, и Вениамин, и Виталий, кто угодно, только не Валерий Татаров. Мне это не важно. Они подходят и благодарят. И я говорю: за что вы меня благодарите? Я ничего такого особенного не делаю. Они говорят: вы понимаете, вот в Москве бываешь, подойдешь к мавзолею, а там солдат стоит. Вроде бы какая разница, стоит он там, не стоит. Ну, это раньше стоял солдат там, да, у Вечного огня, например, да. Кто-то должен стоять на посту. Я подумал: ничего себе, какая миссия, да, какую миссию наделяют какой миссией журналисты в обществе, да, и думаю, что же мы наделали за столько лет с людьми, которые включают, верят, а он-то не хочет им ничего сказать-то полезного, он себя показывает, и собственно говоря, неплохо живет за счет внимания к себе людей. Эффект Бузовой и Собчак, которые, являясь, по сути дела, людьми глубоко травмированными собственной гордостью и эгоизмом, эффект их многомиллионных почитателей, он ведь непростой. Он же, понимаете, он нацелен на то, чтобы отнять самое дорогое, что есть у человека помимо жизни. Ну, по сути дела, это и есть жизнь. Время отнять и присвоить себе. Самый главный ресурс, который нам Бог дал – время. Безвозвратно утерянное на внимание к чужому бизнесу, к чужому успеху, к чужому таланту время, это и есть то, чем они занимаются. Поэтому, отвечаю вам, социальные сети – это возможность передать привет и сообщить нечто новое. У нас же как, включаешь телевизор, там не новости, там старости. Все каналы мусолят одно и то же. И вот когда мне Господь, дав такую миссию, ездить, встречаться, сводить людей, изображать их в кино, да, я не имею права молчать. Хотя, конечно, занятие писать посты в социальных сетях, оно, вообще говоря, для мужика моих лет и мировоззрения, оно довольно постыдное. Это как анонизм, знаете. Некрасиво этим заниматься. Мужчине должно быть, есть чем заняться, особенно когда идет война. Особенно, когда детей у тебя 7, да, а ты что-то там пишешь про себя, и еще, знаете, вот я видел такой пост, мужчина болеет, ему сделали операцию, он себя фотографирует, выкладывает в интернете, для того только, чтобы его пожалели. Это настолько, ну это только один из способов появления в социальных сетях, но мне хочется сказать, раз уж такой есть талант, наверное, он есть все-таки, и он подтвержден судьбой, больше 35 лет я занимаюсь тем, что новости рассказываю людям и пытаюсь не повторяться и не говорить старости, значит, надо его выполнять. Я буду чесаться, покрываться прыщами, если я не буду этого делать. И не про себя новости, а про людей, которых я встречаю. Если вы заметили, конечно, да? Да. Это и очень непросто, потому что так и распирает, показать себя в красивом ракурсе, сказать, какой я хороший, мужественный и так далее. Я так на войну ездил в 90-е годы, знаете, чтобы меня хвалили, что я такой смелый, поехал войну снимать. Мне так это нравилось. А потом, когда уже, знаете, количество перерастает в качество, и то, что я там видел, я бы хотел развидеть, до каких низин
опускается зверь в человеке или человек в звере, я понял, что здесь не шутят. Здесь смерть гуляет, и война не для самоутверждения, а война для подвига и для укрепления в вере. И я очень рад, что этот период жизни был, и что я сумел это зафиксировать для людей, которые легкомысленно к этому относятся. И раз уж я об этом заговорил, я хотел бы, конечно, чтобы мы с вами, живя так более-менее хорошо, и вот сейчас сидя в таком помещении таком хорошем, и прилетел я на хорошем самолете, и хорошим меня чаем напоили, бутербродами, да, и вы такие замечательные, и повод прекрасный, кино обсудить, там, знаете, полюбоваться самим собой. Вот мы не забывали бы, что каждую минуту кто-то за нас с вами сейчас голову кладет и рискует своей жизнью. И это очень важно, понимаете, сохранять свою человечность, не забывая о тех, кому хуже или сложнее, чем нам. Это не просто пожелание, это необходимое качество для любого человека. Потому что однажды и мы будем там, где нет других, где труднее, чем нам, вернее, чем другим. И нам понадобится эта солидарность, а может быть даже кто к этому времени успеет помолиться. Понимаете, вот мы почему плохо воюем? Потому что страна не молится за своих солдат. Это такой простой у меня ответ. И чем дальше мы будем этого не осознавать, я сейчас имею в виду что? Сейчас вам скажу. Звонит мне один человек, профессор, психиатр, директор Института психоанализа Восточноевропейского, Михаил Михайлович Решетников. И говорит: Валерочка, вы не могли бы сегодня вечером, это было дело несколько лет назад, в эфире пожелать здоровья одному хорошему человеку. Он актер известный, Толубеев, тогда умирал от рака в военно-медицинской академии. Я говорю: Михаил Михайлович, вы просите о том, чтобы я с экрана пожелал здоровья умирающему человеку. Он говорит: ну да, а что такого? Я говорю: так вы же неверующий. Вы же агностик, там, этот, богоборец, атеист, да? А он говорит: ты знаешь, я не знаю, ну, мы на «вы» были, да? Я, говорит, не знаю, как это работает, но это работает. Я говорю: Михаил Михайлович, вы сейчас просите о коллективной молитве за здоровье другого человека. Вы понимаете, о чем вы сейчас меня просите? Он говорит: я понимаю, но все равно сделай это. И вот я, так как сейчас, с паузами, с чувством, пожелал здоровья и попросил пожелать здоровья в этот вечер Андрею Юрьевичу Толубееву. И представьте себе, человек пожил еще несколько месяцев, хотя был обречен. Это может быть и не наша заслуга, это мы потом узнаем, это не проверить. Но позвонил ученый, неверующий, и попросил о коллективной молитве. Так вот и сейчас, когда мы возмущаемся, что война идет не так, как надо, а с чего вы решили, что гаишник может быть лучше, чем водитель, нарушивший правила? Да? Вот с чего мы решили, что солдату воевать надо так, как мы не работаем, как мы не учимся, как мы не относимся к родителям. Да вот мы, абы как, а они там должны лучше воевать. А начальники солдат должны лучше командовать, чтобы мы же Россия, Россия вперед, мы чемпионы. Это не футбол, вы понимаете, болеть недостаточно за счет. Надо искренне желать победы всей стране. А мы этого не желаем, мы плохо молимся. Искреннее желание человека и просьба к небу – это и есть молитва. Да? Этому тоже учит опыт общения с Авраамом Болгарским. Я все об этом же. Знаете, кто о чем, о вшивой Абане, кто о чем, режиссер о своем герое. Еще маленькая такая ремарка к вашему вопросу. Да? Вот вы тоже спрашивали, ребят, об интимном, да? Видели ли они когда-нибудь, вернее, слышали они об Аврааме Болгарском. Не слышали, так услышат. Знаете, в конце концов, всему свое время. Они услышат, значит, дураки. Дураками и помрут. Это же их дело. Но я своим студентам говорю, когда встречаюсь, да, читали, слышали. Уходите из профессии, если вы не интересуетесь тем и тем и тем. Зачем вы пришли в профессию, если вы не знаете того, чем живет страна? И когда на встречу с журналистами прихожу, с неизвестными мне, говорю: ребята, вы хотя бы справку навели, кто такой Валерий Николаевич Татаров? Нет. Из 100 человек 5 рук. Ну, в обществе так оно и есть. Из 100 человек, из 100%, примерно 5% чего-то хотят, требовательны к себе, развиваются, переживают. А остальные 95 живут в предлагаемых условиях, как овечки, красивые, беленькие, пушистые овечки на лугу. Позвали, попоили, позвали, покормили, постригли, зарезали. Нормально. Паситесь, мирные народы. Ну, вы знаете дальше, да? Я не хотел бы быть бараном. Поэтому делаю эти фильмы, чтобы доказать и себе самому, что я не зря родился. А так что? Жить, есть, одеваться, ездить, детей выращивать, потом умереть. Что жил, спрашивается. Непонятно. Зачем приходил? Зачем жил? Так и ничего и не понял. Как там? А жизнь прошла, как тетка в магазин.
Ну, еще есть такая фраза у астрологов: унаваживать почву. Тоже полезно? Ну, так, да. Врагами России. Ну да ладно, что-то как-то так серьезный разговор такой. Я думал, мы как-то шутейно, в легком жанре. Да, Народ пожалуйста, вот сейчас. зато возбудился, пожалуйста, Да, молодой я тоже человек. очкарик, поэтому очкариков уважаю. Да. Подожди, нет, очкарику. А потом к себе. Я даже... Вот, вы как к вам пришли, ну, о том, как у вас началась работа над фильмом про Авраама Болгарского, про Ага. Иллариона Кутузова. А есть ли еще какие-то такие яркие истории, которые стали отправной точкой для создания какого-то из Ага. ваших фильмов? Либо же по какому принципу вы выбираете тему для своих фильмов? А ты кем будешь, Влад? Я студент Чувашского педагогического Не, кем ты университета. будешь? А специальность какая? Историк. Историк, учитель истории, да? Да, история английский. Учитель историк, да? Да. А позволь я тебе... Не, садись, поговорим. Микрофон у тебя есть, да? А вот как ты решил стать учителем истории? Что с тобой произошло? Это не совсем нормально для нашего времени. Правда же? У нас нормально. Когда есть преподаватели такие, как Федор Николаевич. Федор Николаевич. Так, отвечает за Влада Олег Казатинович, да? Слово имеет Олег Я с определенного момента просто я поймал себя на мысли то, что как бы история это то, к чему меня тянет. То есть все началось с моего личного интереса. То есть А как деда зовут по отчеству, знаешь? Отца матери, как зовут по отчеству? отца Отца матери, дедушку своего знаешь, как зовут? Леонид. А? А Леонид. отчество? Ну, отчество там важно. Дедушка Лёва. А по отчеству? Леонид Михайлович. Ну, слава богу, потому что на этом и заканчивается знание об истории собственной семьи. Я бы, отвечая на твой вопрос, да, там, с чего я там вдруг начинаю там фильмы, там по-разному все бывает. Конечно, нужны деньги для кино, да. Часто бывает так, что если замысел стоит того, то промыслительно возникают и деньги на него, на этот фильм. Потому что кинопроизводство штука затратная, особенно транспортные расходы, особенно сопутствующие расходы. Поэтому мы так вот, это такое всегда гармония материального и духовного возникает, да. А если и того, и другого нету, то и откладываешь это все. Тут ведь важно быть мудрым и вовремя остановиться. Когда очень хочется, а невозможно, то и мы, вот, например, у нас нету там возможности, помнишь как, имею возможность купить козу, но не имею желания, да, так и тут, в этом мудрость, да, отличить свои желания от твоих возможностей. А так-то я бы много фильмов сделал, я когда сажусь за стол, у меня там разнообразные бумажки передо мной висят, иконы, картины и желтые бумажки, мои замыслы. Там их так много, как вот больше, чем цветов на лугу этих замыслов. Так хочется успеть много, о русском языке сделать. О вашем святителе Гурии, например, я не видел достойного фильма. О вашем недавно ушедшем митрополите Варнаве, да, но это же потрясающие люди. Понимаете как? Вот я позавчера, Влад, беседовал с матушкой игуменьей, которой равных нету по организационным способностям и по таланту сочетать духовное с материальным. Она все, что задумала, у ней все совершается. Была служба, и эта служба стала легендой. Во время службы торжественной к ней подошел, она такая, знаете, ну с ней Путин ручкается там, понимаете, она известная в Кремле, в администрации президента, она крутая. К ней подходит такой бомжеватого вида пьяница во время торжественной литургии, вернее, в конце, да, все происходит у иконы Толстой Божьей Матери. И говорит ей: матушка, живешь в таком богатстве, не стыдно тебе? А я, простой мужик, работяга, правда выпиваю. Дай денег-то простому человеку, если ты в Бога веришь. А она берет его за шкирятник, к иконе подводит и говорит: у нее проси, а не у меня. Я
фотографировать и показывать как пример. Вот я про матушку Таисию сделал фильм. Кстати говоря, Лен, на ваш вопрос тоже хотел бы, чтобы вы его посмотрели. «От Марии до Таисии». Фильм про игуменю Таисию. Ее очень любил Иоанн Кронштадтский, еще один русский святой, которого надо помнить и знать. И вот она, будучи игуменей, не имея копейки денег, построила 11 монастырей. Один из них крупнейший, вообще говоря, такая, знаете, цитадель православия, Люшинский монастырь, который под водой Рыбинского водохранилища. Замыслов очень много. Один из них, кстати, связан с вашим тоже местом, ну не совсем с вашим, рядышком в Казани, в музее, не в музее, в Институте археологии, в черном мешке целлофановом лежат мощи русского святого, Федора Болгарского, еще один болгарский, но Федор, иерусалимлянин, да, нашли в 2012 году, вы уже родились, да, чудесным образом, абсолютно сохранившийся святой, сидячая могила, в ногах его собственный череп, его голову ему снесли за веру, и в руках крест церемониальный. Потрясающая с точки зрения вот сенсации находка, да, археологи, это святой Федор, говорят они, и в мешок на хранение, артефакт. Задаю вопрос одному, второму архиерею, а чего это вы не возвращаете останки, мощи святого церкви? Да как-то все не так. А я понимаю, что в татарском крае тема очень деликатная. Возвращение мощей святого Русской Православной Церкви. Поднимется дух православия, понимаете? Это некоторым людям нежелательно. Они никогда об этом не скажут вслух, никогда не скажут вслух. Они будут за дружбу народов, за многоконфессиональный мир и все такое, за лабуду какую-то, да? Но ходу не дадут. Поэтому вот у меня такая мечта, не знаю, буду молиться и молюсь. И братья со мной, и сродники молятся, чтобы этот фильм случился. Чтобы посмотрели люди, и ой, еще одна сенсация, это на берегу Волги случилось-то, елки-палки. Святой вернулся сам. Понимаете, лежит человек в земле, ну в смысле умерший, да, и никому не надо, под землей. И вдруг он решил, чтобы его нашли. Он захотел этого, его нашли. Когда я так говорю, я ведь, понимаете, не фантастику придумываю. Я абсолютно уверен, как вы уверены в том, что мобильная связь работает, да, и что можно позвонить даже по видеосвязи человеку за 1000 километров. Святые с нами общаются. Только надо уметь это осознать однажды, и однажды осознав, делать своим опытом разговора с невидимым миром. Я уже даже не помню, о чем ты толко спрашивал. Ну да, собственно говоря, это мой ответ. Да по-разному бывает. Ну, как я рассказал, как мы нашли останки, нетленные останки. Я же полез туда, в подпол, туда, в этот церковный, дотронулся до него, до этого тела нетленного, до сенатора Кутузова. Потрясающее ощущение, да? Лежит нетленное тело. Ну, нетленность, она может быть не связана со святостью. Там почвы в Псковской области такие. Там вот и монахи в катакомбах печерских тоже лежат целиковые, и аромат от них исходит такое благовоние. Ну, в общем, не знаю. Но вот лежит великий человек, воспитавший великого полководца, да, и никому не надо. Ну, сейчас вот видите, война, некогда этим заниматься. Знает об этом министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Шойгу не знаю, знает ли нет, но Лавров пообещал передать ему. Кстати говоря, вы не спросили, я вам так отвечу. Наличие таких людей в церкви, как матушка Варвара, например, или рядом сидящий со мной архимандрит, мне не позволяют критиковать всю церковь, если этого очень хочется. Потому что если есть такие исключения, например, из чиновничьих правил, да, значит есть и правила. Так же, как и наличие Лаврова в команде правительства, которое мы хотим поругать часто, да, мне не позволяет ругать его безотчетно и безоглядно. И наличие Татарова в кинодокументалистике вам позволяет иметь надежду, что не все продается, а еще делается что-то для совести и для души. Вот так и так. И учитель истории может быть единственным человеком в школе, за которого ученик зацепится и будет верить в то, что не все учителя гады. А вот есть такой учитель истории, вот такой мужик, и понимает тебя, и предмет знает, и не продаст в случае шухера. Понимаешь? Вот таким надо становиться. Дочка подошла, я отвечаю дальше на вопрос, поскольку это интересно и касается вашего поколения. Я, извините, обращаюсь к более молодым, потому что люди моего возраста и чуть помоложе не так все знают. Да? Я вообще ничего нового не говорю. Дочка, когда выбирала себе специальность, ей сейчас 38, и она этот разговор недавно вспомнила. Говорит: папа, ты помнишь, как ты разрешил мне заниматься французской бытовой живописью 18 века? Я говорю, ну припоминаю что-то, она помнила. Я просто забыл. Она говорит: папа, я хотела бы посвятить свою жизнь французской бытовой живописи 18 века. Я говорю: господи, боже мой, за что мне такое наказание?
люди посвящают свою жизнь чему-то там, не знаю, ну, детям, семье, там, не знаю, любви, машинам каким-нибудь там, не знаю. Это французская бытовая живопись 18 века. Я говорю, знаешь что, давай так. Если ты хочешь этим заниматься, ты должна стать лучшей в мире специалистом по французской бытовой живописи 18 века. Что ты имеешь в виду, папа? Ну, вот кого ты из режиссеров уважаешь? Она, по-моему, назвала, по-моему, Скорсезе, да? Вот смотри, Скорсезе снимает фильм про Францию 18 века. И он говорит, алло, ну-ка найдите мне самого лучшего в мире специалиста по французской бытовой живописи 18 века. Кто у нас там? Татарова Саша из Петербурга. Найти мне ее. Господин Скорсезе, она стоит $1,5 миллиона в день. Хорошо, давайте, арендуем ее на 2 месяца. Сколько там получается? Около $70 миллионов годится. Она нам нужна. И, Саша, ты должна стать лучшей. Если ты занималась балалайкой, я бы тебе сказал, ты должна быть лучшим специалистом по балалайке. Она говорит, ну ты как всегда идеалист. Я говорю, идеалист. Выйди на улицу, спроси, знают ли прохожие Татарова Валерия. А мы сидим в центре Петербурга. Я рисковал, конечно. Мало ли кто там идет по улице. Гости Она пошла. Петербурга. Она пошла, да. Возвращается с измененным лицом. Уже тебя знают все. Вот. А я всего лишь навсего журналист разговорного жанра. Это было, сколько? Это было 18 лет назад. Мне было тогда, стало быть, сколько? 42? Ну да. А она только начинала вот свой путь-то во французской бытовой живописи. Она сейчас искусствовед, неплохой. На 3 языках ведет экскурсии в доме Фаберже. Это на набережной Фонтанке там. В общем, я к чему, Влад, и к вам, ко всем, да? Я просто так как-то объективно разговор перешел в разговор поколенческий, да? Мне это очень интересно. Вот. Если бы мне батя мой рассказывал то, о чем я вам рассказываю, может, я по-другому бы жизнь прожил. Я, может быть, длиннее прожил бы, потому что много приходится тратить время на преодоление очевидного, да? Так уж лучше вы послушайте меня, чужого дядьку, который вам зла не желает и вас не любит, скорее всего, люблю, чем не люблю. Вы мне плохого не сделали, поэтому я вам пользы желаю, хорошего, да? Если заниматься чем-то, чем бы это ни было, надо, во-первых, заниматься этим лучше, чем все остальные, а во-вторых, не работать только на себя. Это звучит, конечно, так, как идеалистически, но если вы работаете и служите людям, тогда с вами захотят иметь дело. Работодатели, бывшие враги, люди, конкурирующие с вами захотят иметь дело и пригласят вас в проект, пригласят в лучший коллектив и дадут вам лучший кусок хлеба. Понимаете, если вы будете служить. А тот, кто работает на себя, в конце концов, проигрывает вчистую. Вы понимаете, вот это сейчас спецоперация все показывает. Наши хваленые олигархи сыпанули как пыль, как тополиный пух. Артисты любимые, все показали свою глупость, несостоятельность гражданскую, да? Но подавляющее большинство из этого лицедейского жанра не служили другим. Вот и вся проблема. Ну и так, конечно, тезисно, коротко, но причина в этом. А если не служишь, то и глупеешь постепенно. А они, вы понимаете, отказаться от собственной карьеры, от успеха, по большому счету и от денег, да, они все потеряли. Только потому, что не служили. Да, конечно, можно. У нас еще молодой человек. Извините уж, пожалуйста. Будем соблюдать. Садись, чего ты, мы же не на... Здравствуйте, Владимир. Я даже не знаю вопроса. Что главное в моей деятельности? Не соврать. Самому Для себе. меня главное, то, чтобы было приятно смотреть и чтобы запало в душу и запомнилось на долгие-долгие годы. А зачем на долгие годы что-то запоминать? Не знаю. Наверное, самое главное в моей жизни – это Лева, Зоя, Лиза, Женя, Захарка, Саша, Рита. Дети. Прошу следовать примеру. Теперь Такой вопрос. Тема веры звучит во многих ваших фильмах действительно. А сами вы как к ней пришли? Вы затронули уже, говорили о том, что по-разному приходит к вере. Вы в советское время еще к этому пришли или все-таки позже это произошло? Вы знаете, я по этой причине расстался с друзьями с канала «Спас». Значит, включаю и вижу артисты, спортсмены, такие вальяжные, красивые, упакованные. И Боря Корчевников, либо Володя Лыгойда в передаче «Парсуна» спрашивает примерно то же, что «Как вы пришли к вере?»
И человек такой, или девушка, на полном серьезе начинает рассказывать, как она пришла к вере. Мы сегодня с батюшкой шутили, да? Я говорю, надо же как, вышел из самолета, тебя встречает архимандрит. А батюшка говорит, хорошо, что не апостол Павел. Милая моя, я только иду к вере, я такой грешный, понимаете, мне бы дойти хоть куда-то, хоть на промежуточную станцию. Поэтому я-то себя знаю. Мой духовник, отец Геннадий Зверев, царскосельский благочинный, говорит, Валерочка, может тебе пора уже все-таки после литургии выступать? Я говорю, как выступать? В церкви? Да никогда в жизни. Я там умру от страха и стыда. Какое право я имею людям, которые пришли в церковь за высоким, говорить о своем низком опыте? И прям в воскресной школе, после службы, где-то вечером, потом. А он уважаемый священник и такое предлагает мне. Я думаю, что это искушение. Я хочу сказать, что я только в начале пути, дай Бог мне здоровья и сил, да. Отцовская линия живет долго. И вот смотрю, батя 87 лет, вообще говоря, красавчик. И даже не видно, что он 43 года под землей работал. Надеюсь прожить долго, потому что дел очень много. Он, Влад спросил, Леночка спросила, у меня одних замыслов-то, знаете, каждый год всего-навсего по 2 фильма удается. Может быть, знаете, бодливому бычку Господь рогов не дает, может, поэтому. Но я как-то с сомнением отношусь к людям, которые рассказывать начинают, как они пришли к вере. Мне кажется, это такая, знаете, простите, я не оцениваю ваш вопрос, вы искренне спросили, но я только в начале пути. А что такое? Хотите, я вам покажу фотографию с Путиным, с Лавровым в обнимку? Потом, да, потрогать, Валерий Николаевич. Понимаете? Телеведущего. Я видел свои возможности и силы физические, да, употребляя наркотики и водку. А со многими людьми произошло еще худшее. Они возгордились до небес и приносят вред тем людям, которые на них смотрят, их слушают. Несут себя, не служа никому. Я надеюсь, что я ошибаюсь, но я вижу черты вот этой гордости и эгоизма вот в людях, которые занимаются телевидением. Для меня яркий пример Владимир Соловьев. Нет претензий как к профессионалу, но как к человеку вот столько претензий. Ко мне тоже может быть много претензий. Но когда человек занимает все информационное пространство собой, на нем ложится другая миссия. Он должен говорить по-другому, он должен говорить о другом. А это перемалывание из пустого в порожнее одного и того же во имя собственного возвышения над зрителем, это становится уже нехорошей чертой нашего телевидения. Вообще говоря, мне один старец сказал, да не один, а несколько, ну их вообще не может быть много, наш питерский отец Иоанн Миронов, он говорил, ну, в общем-то, понятную такую вещь, она понятная, что антихрист придет через телевидение, ну так он почти в шутку сказал, да, но в этом есть некая правда, да, потому что средства массовой информации, они, собственно говоря, сатанизм несут в мир, и там можно увидеть этих антихристов. Так вот, если мы хотим увидеть какого-то страшного, жутко некрасивого, какого-то монстра с клыками, по которым стекает кровь и гной, ничего подобного. Это будет красавчик, похудевший, какой-нибудь, знаете, гламурненький такой подонок, очень красивым голосом, да, будет говорить нам вещи, которые нас прямиком в ад приведут. Я вижу черты этого сатанизма на телевидении. И просто вы спросили о Корчевникове, да, мне кажется, сейчас федеральное телевидение с помощью таких людей, как любимый мной Михеев, например, Боря Корчевников и еще несколько там уважаемых имен, они просто потворствуют тому, что происходит с нашим телевидением. Наше телевидение глубоко бездуховно, антинародно и порочно. И эта практика продолжается, к сожалению. И даже спустя 1,5 года после начала спецоперации. От этого мне действительно больно, потому что я с кухни, я знаю, как эта еда готовится, и у меня нет иллюзий по этому поводу. Меня приглашали, стали приглашать после начала спецоперации на федеральные каналы. И я, знаете, как пацан полетел, восторженный, полный надежд и иллюзий, на Первый канал, на Второй канал, к Соловьеву, там, к Скобееву, летал там как подстреленный. А потом прошел месяц, 2, и я понял, что это спектакль от начала до конца, смысл которого не помочь народу разобраться и укрепиться в вере, например, да, а единственная цель этого спектакля – отдалить власть от ответственности за неправедные решения, за лицемерие.
И ушел добровольно, по-хорошему. В общем, пока телевидение не наша среда обитания. Извините, что я грустным, но я должен был вам это сказать, потому что, может быть, это очень важная мысль, чтобы вы не питали иллюзий. Поэтому, когда я выступаю в журналистских аудиториях, кстати, ректоры после 2-3 встреч перестают приглашать, потому что я, как они считают, порчу студентов. Люди либо расстаются с платными факультетами, да, уходят, ну, потому что они понимают, что журналистика – это миссия, это служение, а не нарциссизм, как одна девочка мне говорит. Владимир Николаевич, я хотела бы так, как и вы. Я говорю, а как я? Ну, так, чтобы вечером зажечь. Я говорю, а с чего ты решила, что у тебя получится? Может быть, ты тексты хорошие пишешь? Да нет, вы меня не поняли. Я сначала так, прогноз погоды, а потом вы же меня научите. Ну, то есть, ну, не понимает, зачем она пришла на телевидение, это, в журналистику. Пожалуйста, еще вопросы, если есть. Да, пожалуйста. Вы же вроде как если я правильно прослушал, родились в Украине и жили там долгое время, как я понимаю. И у меня вот такой вопрос. А как так получилось, что вот вполне себе русские люди там, идут служить, допустим, в такие формирования, как Азов? Вот у меня был интернет-знакомый, друг мой, который, к моему глубочайшему удивлению, в 22 году так случилось. Оказалось, он был старше меня, мы с ним познакомились в компьютерной игре, мы с ним хорошо общались, вполне себе так неплохо, вполне себе чисто русский парень. И в 22 году я чисто случайно узнал, что этот человек служит в батальоне Азов. И вот мне такой вопрос, как вообще такое получается? Почему так случилось? Почему Ну так, видите как, Гитлер почти что немец, да? И как вот, и Шопен, и Коперник, не Коперник, господи, не Шопен, не Коперник, это про поляков говорю. Я начал говорить про поляков, и мысль увела. Ну, возьмите классику немецкую, да, и национальность это не приговор, да. Хотя украинство, это, конечно, не совсем национальность. Я сейчас не хочу сказать об этом, да. А как вы бы объяснили, например, что Олесь Бузина, будучи природным, корневым украинцем, да, погиб как мученик за русский мир? Вот как это объяснить? Дело не в национальности, а в душе. А душа не имеет национальности. Там, ну, это я не хочу вам повторять банальности про то, что нет ни Эллина, ни Иудея перед Христом, да. Но дело-то не в этом. Видите ли, я учился в русской школе на Украине. И мы ходили под флагом, и барабаном, и горном ходили. И вот вся знаменная группа, и знаменосец, и гарнист, и вот эти девочки, которые красиво идут сопровождающие, они просто ленты несут на себе, да, и барабанщик еще, а я, значит, командир иду в знаменной группе. Вот эта вся знаменная группа меня предала, оскорбляет до сих пор, понимаете, и ненавидит. Я у них путиноид, я пропагандон, я кремлять, и вообще гад и сволочь, которую надо убить, и давно надо было убивать. Жалко, что мы тебя в школе не пришибли. И что с людьми произошло? Это называется индуцированный сатанизм. То есть люди, постепенно потребляя негодную еду, прежде всего информационную, а их кормили очень аккуратно, дозированно, просто с аптечными весами дозировали, так, да, вот, начиная там примерно с начала 90-х годов, когда Советский Союз распался, и вот началось вот это вот, то, что называется, да, работа спецотдела ЦРУ по превращению украинцев в антирусских. Даже книгу назвал не случайно этот паразит «Украина, цена, Россия». Я хочу сказать вам, что если вы думаете, что с вашими мозгами не работают, если вы полагаете, что вами никто не манипулирует, значит, вами занимаются профессионалы высочайшего класса. Понимаете? Потому что манипулятор, если он виден, то он плохой ковбой, да, плохой разведчик. То есть это процесс целый, и этому есть причина. Но в основе этого процесса расчеловечивание, конечно же, человека и превращение его в античеловека. И вот не случайно вся эта история с Лаврой. Это, понимаете, там вот девочка-то, которая вышла с крестом, вокруг которой плясали, помните, там сценка? Девочка-то украинка. Да. Девочка истинно верующая девочка. Ее зовут Катя. Фамилия, дай бог памяти, Катя. Ну, забыл фамилию уже. А фамилия? Как? Ершова. Ершова, да. Кстати, русская фамилия. Там все перемешано. У меня двоюродная сестра Люба. Она меня тоже ненавидит. Да и пулемет она расстреляет меня и всю мою семью. Потому что мы напали.
И это удивительно. Мы напали на них. Нужно ли объяснять подоплеку спецоперации? Я не думаю, для этого времени не хватит. У нас с вами тема другая, да? Но я обращаю ваше внимание, это очень важно. В фильме это есть, который вы обязательно посмотрите. В конце второй серии я показываю, как икона с Авраамием Болгарским едет на войну. Понимаете? И показываю мусульманских воинов, показываю комплементарно, доблестно. Это редчайший случай, когда мусульмане православные именно не по национальности, а по вере объединились в этой битве с сатанизмом, который исторически поселился на Украине среди украинцев прежде всего. Ну, я бы не связывал этот вопрос с национальным. Тому що для мене друга рідна мова – це українська. Я такий же українець, як і москаль. Понимаете, это моя родина. И я, как бы сказать, все лучшее, что было в детстве, это связано с Украиной. Я знаю песни, язык знаю, люблю очень Украину. И мне очень тяжело. Я не могу поехать туда с 13 года. 10 лет я не могу туда поехать. Ровно 13 лет. В мае 2013 я последний раз был у мамы с отцом. И как помню, сейчас тоже вот непонятно почему. И так вот остановился на границе, уже ближе к Бресту. Еще Украина, но уже все. Я уезжаю. Я один ехал на машине, и я прям что-то так, а тебе надо ведь искупаться, последний раз ты здесь. Я хорошо помню, я никогда этого не делал. Я разделся, искупался и попрощался с Украиной, это совершенно точно. И приехал, и тяжко-тяжко заболел. Ну так вот, как-то вот маленькая такая зарубочка на сердце человека, рожденного русским на Украине. Удивительное дело. Мне тяжело вообще об этом говорить, потому что с предательством всяким, русским в том числе, я столкнулся. Но у бандеровцев, как у всяких фашистов, нету национальности. Это такое увлечение собой, доведенное до абсолюта. Меня однажды поразила фотография, по-моему, осень 42-го, или такое, сентябрь 42-го, фотография. Семья немецких офицеров, которые работают в концлагере. Выходной день в семье немецкого офицера, который работает в концлагере. То есть сжигает и мучает людей, да. Семья такой, знаете, барбекю, такой уикенд, как там по-немецки, да. Смеются, веселые люди, аккордеон играют, сосиски жарятся, да. У него выходной. Он проведет этот выходной, а завтра ему на работу идти, людей сжигать в печках. Я удивился будничности сатанизма. Понимаете, они не заморачиваются. Я таких людей часто тоже встречаю среди нас. Люди, которые не видят других людей, не сопереживают, не сочувствуют. Многие люди, к сожалению, связаны с политикой, с бизнесом. Это люди, которым все равно, что с нами происходит, что происходит со страной. Практически все олигархи такого пошиба, такого замеса, как фашисты, понимаете? Они думают только о себе, о своем интересе. Вообще говоря, и это тоже, в этом я вижу необходимость распространения знаний о таких святых, как Авраам Болгарский, который, по сути дела, будучи Ибрагимом, по одной из версий, да, стал Авраамием, ничего при этом не предавав и ничего не потеряв. Он просто уверовал, понимаете. А каким образом, это мы узнаем все, потому что никто отсюда живым не уйдет. Понимаете, нету исключений. Мы все отсюда уйдем вперед ногами. Об этом надо помнить. И это самая полезная мысль, которая человека ведет по жизни. Моменто море, помни о смерти. Это помогает, это бодрит. Такой у нас. Валерий. Да, финал, да. Валерий, я думаю, что хорошо отвечали, но я думаю, что этот молодой человек, его не отвечали. У него действительно интересный вопрос, почему его знакомый пошел туда воевать. Против на свою родину, против своей национальной даже безопасности. Здесь это очень серьезно, потому что вы говорите сатанизм, да, и фашизм, и есть и сатанизм, много связанные даже при Гитлере, когда это было. Я много сравняю сатанизм и фашизм как гидра. Вы знаете, что такое гидра? Да? Это животное, который живет как назвать, гидр в воде. И когда отрубить ему часть его тела, он сразу возвращает, растет, может быть, еще отрубили голову, да, и у него две головы
растут. И сегодня мы видим, что родимые победители, да, фашизма, как гидром, но отрубим его голову, а растет еще ноги. Вот сейчас, что происходит. И есть очень момент интересный, почему ваш знакомый пошел. Вы знаете, хочу напомнить одна фамилия человека, который сейчас сидит, который поднял много молодежи против своего государства. Навальный. Да, помните такой? Да. А вы скажите мне, а Навальный, он кто, на самом деле, по своему убеждению? Он либеральный, он революционер или кто он? На самом деле Навальный, те годы, примерно 10-15 лет назад, он явно был фашист, националист. И национальный, это, как назвать, это социальный националист, значит фашист. И это его идея, и он использовал, например, работу с молодежью, потому что ему помогает в этом, да, он Навальный, Навальный, да, значит, ему дают и финансы, и сам, наверное, я думаю, что он игрушка в это дело, потому что он сам попал, на самом деле, сидит не по своей идее, а по своим делам, как воры, и даже у него есть даже как это убийство там, или участие в помышлении убийством. Есть такие дела. И как многих эти 90 год или даже те моменты, когда в России были нестабильности. И его компаньон очень интересный. Они вдвоем бунтовали там в Москве, там, когда было много митингов. А его напарник был в другой партии, в другой стране. Он был с левой партии. Если Навальный был правый, а тот был... Но они оба были, на самом деле, и фашисты. Те же были эти слоганы. Обе сидящие. Вот. Но они используют именно эту волну, используют интернет, используют именно среди молодежи, да, те же, может, фокус, да, когда люди танцуют там, был примерно Майдан, да, когда был Майдан, кто, так, кто не машкари, да, просто танцует, да, вот, Обожаю самосилие. это такие моменты, которые, на самом деле, здесь, если у человека мозги не работают, отключенные, может быть, от реальности, да, он будет скачать. Потому что здесь есть психологически это волна, когда человек находится в группе, он реагирует как групповый. Вот. Если кто-то дает команду какой-то, и люди, вы знаете, смотрите, вот Валерий, он тоже телевизионщик, я несколько раз участвовал в телевидении, ну, такие ток-шоу с Андреем Малахов и так далее, и так далее. Было очень интересно построено. Когда хлопот, потому что там есть один человек на каждый ряду, который работает, и он дает сигнал, когда надо хлопать, когда надо... Это шоу. И это все работает с правилами. Вот. И ваш знакомый, наверное, ему хвалили какой-то идеал, какой-то быть человек, давай там, или быть революционер, давай мы построим новый мир. И поэтому мы видим не только что в Азов, а в последнее время мы видим людей, которые работают на стороне России, взрывают, например, жизнь дорогам. Вот, пример, все катастрофы, которые мы видим, где пожар, где там крупные аварии, это все, сейчас нам говорят, что это, ну, как это катастрофа, это, ну,
случайные, а много из этих вещей нет. Это люди, которые стояли, которые поджигали, которые поставили бомбу под рельс и так далее, и так далее. Значит, видимо, что есть люди, которые работают именно против своей собственной родины. И это можно это понимать. Есть люди, которые пассивные работают, например, те, которые ушли, потому что побоялись. Но они ушли, значит, не показали, они показали, на какой стороне, но пассивные. Ушли. Мы не хотим участвовать. Вот. Или говорят, что мне стыдно быть, например, русский. Это тоже такое стыдно сказать, что я русский. Вот. Или назвать Машкали, как или Путинский, или и так далее, и так далее. Вот. Мне тоже, моя семья живет во Франции. Я родом оттуда. Как начинали эту операцию, специальную операцию, а все перестали общаться со мной. Как если я прокаженный, почему ты не уехал из России? Как ты значит, ты поддерживаешь это? Не смотри, что моя жизнь здесь. Вот. И я живу с вами, и моя жизнь здесь уже почти 30 лет. Вот. А они дальше, надо уходить оттуда. Почему? А потому что если ты остаешься, ты поддерживаешь. Я сказал, ничего подобного. Ну, значит, связи больше нет с ним. Вы видите, что происходит, как разделить людей. Родные Валерий Николаевич, также они осуждают его. Почему? Потому ничего удивительного, что этот ваш знакомый, он пошел так. Хорошо, что это мало людей, это мало процент людей, но на ней работает. Вы знаете, почему есть один момент еще очень интересный, который происходит в Европе. Например, все эти фашистские знания, да, это флага, тату и что там, да, звезда или что там, они вообще закон не запрещенные. В Германии, во Франции, в Америке. Вот. Но мы видим, что подпольно они возрождают, они снова являются. Мы видим какие-то группировка, которые снова в законе существуют. И в России также. Да? Скинхед. Вот. Есть в России? Есть. Они запрещены? Да. Но скинхед и, например, Азов мало что отличает. Потому Азов, он пошел воевать на Украине против России. И вот. Да. Друзья, у нас очень хорошая получилась встреча. Да. Я надеюсь, что все вы заинтересовались и нашим гостем, и его, так сказать, творчеством. И сейчас все доступно. Вы увидите, посмотрите, и будете даже своим и близким, и, может быть, потом и детям, и внукам рассказывать, что вот у вас была такая встреча с таким человеком, который на вас так или иначе повлияло. Но время, как говорится, идет, а вечность приближается, и нам нужно с вами завершать нашу... Я только маленькое объявление хочу сделать. Я тоже, помимо разных патологических особенностей, имею такое свойство отвечать на все просьбы и письма. В социальных сетях меня легко найти. Если есть вопрос по жизни, там совет какой-нибудь, либо просто конкретная информационная ситуация, обращайтесь, как меня зовут и как фамилия знаете, Валерий Татаров. Вчера мы расстались с владыкой Игнатием, вашим земляком, который теперь епископ Череповецкий Белоозерский. Он сейчас в Москве в поездке, и я ему послал фотографию сейчас, и он говорит, как жаль, что я не с вами. Валерий Николаевич, передайте поклоны, мою любовь и все мое сердце в Чувашии. Вот, так что получите от меня. Спасибо, Господи, да. Нужно уже сказать, Сеспиль. Да, в 17:30 будет показ фильма, да, в кинотеатре, Сеспиль, там и театр, и кинотеатр одновременно. По телевизору. В 17:30 мы вас приглашаем посмотреть фильм непосредственно на большом экране. Может быть, везде все доступно, но так как на большом экране, это уже все равно другое ощущение. Малый так зал, что... 17:30 завтра.
Нам обещали еще медаль дать. У нас, кстати, да, у нас в епархии учреждена вот медаль Авраамия Булгарского разных степеней. И я думаю, что награда найдет героя. Спасибо всем, друзья. Ну вот, а сейчас будем расставаться тихонечко. Забудьте, 21:00 сегодня чувашское телевидение. 21 канал, Ну ладно.